Добрый день, мои дорогие друзья, самые дорогие мои подписчики. Хорошего вам дня. Пусть Всевышний даст вам утешение, облегчение, исцеление тем, кому плохо. Радости в каждый дом, в каждую семью. Пусть все будет хорошо у всех хороших людей. И я начинаю свой влог вот с таких вот покупок моих. Сегодня съездила и в город, и в магазин рядом с нами. И купила вот такие вот вещи. Работаю, поэтому потихонечку и нужно тратиться. Ну, примерно мне несколько человек об этом писали, да я и сама об этом знаю. Но я же этими вещами не занималась раньше. Я не делала таких заказов, и поэтому, конечно, у меня нет, еще не все приспособлено, как бы хотелось. Но потихонечку сейчас вот начала закупаться и начну, потому что действительно для работы, для удобства нужно очень много вещей. Ну, сегодня начала с малого. Немножко подзаработала и сегодня немножко потратилась. У нас были весы маленькие мои, я вам говорила, что уже третьи весы, и все время на них жаловалась. Надеюсь, что эти весы уже не будут плохими. Купила вот такие побольше. Тандила мне давно говорила: мама, купи нормальные весы, потому что, друзья, мясо, ну, все, что мне приносят на то, чтобы приготовить, да, вот на заказы, на свадебные заказы, иногда и на другие какие-то мелкие заказы, иногда на мелкие заказы тоже свои продукты привозят. Свадебные заказы в основном тоже привозят свои продукты, и поэтому это нужно все взвешивать, чтобы знать, сколько, чего, как. Маленькими весами было очень удобно. Поэтому вот купила вот такие весы. Сейчас я их распакую, но пока вот так вам покажу. Стоили они вот 2200, но она мне их отдала за 2000. Потом вот такие вот лоточки для заморозок. У меня их было очень много, но так получалось, что иногда я не успевала заморозить свою продукцию, и приходилось лоточки также отправлять. И люди платили мне за них, если честно. Вот они мне говорили: мы вам заплатим, присылайте лоточки. Поэтому у меня их осталось очень мало, и купила вот такие вот лоточки. Эти лотки стоят 99 рублей одна штука. Они очень подорожали, они раньше стоили намного дешевле, по-моему, стоили 244 штуки. По-моему, точно не помню, короче говоря, но они подорожали. Вот купила 8 этих лоточков. У меня была хорошая терка, но почему-то оторвалась у этой терки вот эта вот штука. Не знаю, это нет, оторвется или нет. Вот эта терка стоит 543 рубля. Купила такую вот огромную терку для себя. Так, вот этот вот дуршлаг мне нужен был очень. Этот дуршлаг стоит 598 рублей. Вы знаете, иногда даже приходится, чтобы положить мясо, кур помытые, и чтобы стекала вода. Ну, дуршлаг мне еще надо будет 1-2 даже купить. Можно посмотреть, будет еще больше или нет. Ну вот пока так, пока понемножечку, друзья, потому что я, сами знаете, я не очень-то пока еще раскрутилась, но пока так. И вот это очень удобные подносы, такие металлические, квадратные получаются, но они так и написано, что они подносы. Вот видите, у них разных размеров, некоторые глубже, некоторые нет. Вот это вот не глубокие такие два подноса таких. Стоили они 198 рублей, по 198 рублей один. Так, это уже глубокий. Я точно не могу вам сказать, сколько он стоил. 288 рублей стоили побольше. Так, это точно я не знаю. Второй чек я потеряла, в 2 чеках было. Вот эти два стоили по 288. Да, вот эти вот глубокие, я их купила 2. Так, видно, нет, вот такие они глубокие. Они стоили по 288 рублей. Вот. И купила я еще один большой поднос, 480 рублей, да. Вот этот вот стоил, нет, их тоже 2 я купила. 480 рублей. 2 таких, 2 таких, 2 вот таких, получается, и один вот такой вот поменьше, поглубже. Вот, короче говоря, 2, 4, 6,
7 штук. Вот. Без весов 3 500, по-моему, обошлась мне эта покупка и весы. Да, 3 500 обошлась покупка и весы 2000. Вот такие вот у меня покупочки, друзья, сегодня. Так, у меня тут работают работники в доме, где у меня мама. И только что покормила рабочих тоже. Как только приехала, сделала куриные котлеты, покормила их. Сейчас нужно будет убрать посуду, все прибрать, убрать. Как видите, вот немножко небольшой бардачок. Покажу вам, что да как тут. Вот. И быстренько замешу тесто. Будем делать у меня вареники, пельмени и манты на заказ. Будем их делать. Жара ужасная, как я сказала. Уже за 40 градусов. Еще раз добрый день, мои дорогие, мои любимые, мои самые хорошие подписчики. Здороваюсь еще раз, потому что кусочек, который я только что вы видели, поставила, был снят еще 5-6, если не больше дней тому назад. Но решила, раз покупочка сделана, распаковку я показала вам свою, все-таки поставить этот ролик, ну, этот кусочек. И прежде чем я начну сегодняшний мой влог, я в первую очередь хочу извиниться перед вами, что очень долго отсутствовала, простите меня. Это, конечно, с моей стороны неправильно. Я, если, конечно, веду канал, то я чувствую свою ответственность, что я должна выходить, ну, хотя бы через день. Ну, конечно, было бы желательно каждый день, как мне писали мои подписчики. Много людей выходило со мной в личку, очень много людей. Я вам безмерно всем благодарна за это. Еще раз простите за то, что вот так вот я дала вам повод для беспокойства. Конечно, я этому рада, что вы обо мне заботитесь, что вы обо мне переживаете, что вы меня вот так вот ждете. Огромное-огромное вам спасибо и еще раз извините за такое мое долгое молчание. Не буду объяснять, почему меня не было долго, были какие-то обстоятельства, но это все разрешилось по воле Всевышнего. Алхамдулилlah, все хорошо. Были небольшие, можно сказать, неприятности, или как, я даже не знаю, как назвать это. Я не умею врать, но и на фоне этого, честно сказать, мне хотелось просто снимать. Но ничего, как я сказала, все уладилось, все хорошо, мы все живы и здоровы, все нормально. Я надеюсь, у вас тоже все хорошо, у вас все живы и здоровы. Надеюсь, что если у кого-то есть какие-то проблемы, какие-то огорчения, то они по воле Всевышнего разрешатся так, как вам бы хотелось. Жизнь продолжается, будем продолжать дальше с вами. Я надеюсь, я уже как-то постараюсь, действительно, мне очень неудобно от того, что начали мне люди вот так вот писать и говорить, что почему вас нет, никто не ругает, а вот именно беспокоиться обо мне. Поэтому постараюсь войти в русло, постараюсь хотя бы что-то, как меня просят многие мои девочки, хотя бы немножечко, если даже не длинный ролик, но хотя бы немножко снимать. Ну, просто девчонки здесь, мои друзья, просто иногда, обычное все каждодневную рутину, и думаю, зачем это снимать? Иногда и так бывает. Я вам еще раньше говорила, что когда немножко ты отсутствуешь даже несколько дней, пару дней, то уже не получается как-то вот снова включить камеру и пойти. Каждый день крутилась в голове. Меня ждут, мне надо снимать. Но вот как получилось. Так, все. Это получается уже слишком много болтовни. Хорошо, я буду снимать каждодневный свой, можно сказать, день. Кусочек каждодневного моего дня. Весь день, конечно, не снять. И поэтому ничего нового, все то же самое. У меня, не скажу, что заказы. Вот в тот день, когда я снимала, у меня были заказы вареников, пельменей, всего этого я их сделала. После этого было еще заказы. Я работала, я не сидела без работы. Были заказы готовой еды. Девочки, которые со мной всегда на связи, они это знают. Сегодня я буду делать просто, мне нужно сделать запас. Пока я с утром управилась, все сделала, работники мои еще не пришли, обед, наверное, чуть-чуть попозже. Сейчас 9 часов утра, друзья. Поэтому
нужно мне, чтобы заморозки были всегда. Потому что Танзила, моя дочка, на данный момент не делает полуфабрикат. И да, я сразу отвечу, потому что будут спрашивать. Ей уже лучше, она выписалась, она у себя дома. Намного лучше, но не сказать, что полностью исцелилась. Нет. Она на медикаментах, ей нужна постоянная поддержка. Но, в принципе, ну, как любую хроническую болезнь, вы сами знаете, что надо поддерживать. Надеюсь, у нее все потихонечку, все придет в русло. Молодая, организм справится. Просто нужно правильное лечение, хорошее лечение, а все остальное мы будем надеяться, по воле Всевышнего, все у нее будет хорошо. Так она работает, она делает заказы, но несложные. Месить, замешивать тесто и катать, раскатывать она не хочет и не может. Поэтому в основном полуфабрикаты буду делать я, и ее заказы, и свои заказы. Пока заказов нет, потому что мы как-то немножко не работали. Но для того, чтобы сделать какую-то рекламу, нужно обязательно, чтобы продвигался наш бизнес. По-любому всегда делать рекламу, куда-то закидывать. А для этого нужны, чтобы полуфабрикаты были в наличии. Вот. Объяснила вам, как есть. Заказа нет, но для того, чтобы пока у меня есть утром минутка, пока еще не жарко, что ты хочешь? Я сегодня волонтер. Волонтер, где незрячие? До скольки? До 14. Ну, давай. Так, друзья, это был Ибрагим, стоит, ждет, я не стала. Но вы меня простите, что сегодня немножко болталка, вы же все-таки 6 дней меня не видели, да, 6 или 7, я не знаю, ну, так. Объясню, раз он зашел и поговорили. Ибрагим у меня волонтер, где, ну, незрячие, да, я даже не знаю, как называется, но он там, у них какие-то бывают мероприятия, и он от училища там волонтер. Он часто-часто, почти каждую неделю, наверное, там бывает, помогает им. Незрячие, слабовидящие, вот таким людям он помогает, короче говоря, в проведении каких-то мероприятий. И сегодня очередной у них оказывается. Вот так вот, друзья, и поэтому сегодня я начну делать манты, заморожу их и будем с вами их делать, да. У меня потихонечку подписываются новые подписчики, они некоторые не заходят на старые ролики, в основном, в принципе, да. Поэтому ничего нового в этом влоге сегодня не будет, но понемножечку я начну с помощью Всевышнего и с вашей помощью. Надеюсь, вы мне напишите комментарии, вы меня поддержите, вы меня подтолкнете, чтобы это такой вот перерыв не было, такого большого перерыва больше не было, я буду стараться. Тем более, зная, что действительно, ну, я и так знала, я не сегодня работаю, что мои подписчики меня ждут, что им приятно со мной общаться, им приятно видеть, что я делаю. Даже некоторые мои подписчики, мои свои местные, и некоторые даже мои свои подписчики, ну, местные мои подписчики говорят, что, в принципе, мы готовим то же самое, умеем готовить то же самое, что и ты, но все равно бывает интересно тебя смотреть. Поэтому, ну, вот как-то так, не знаю, как смогла, так объяснила вам всю свою ситуацию. Начнем мы действительно сегодня с мант. И тесто покажу заново, и как все делаю, и как все леплю. Все потихонечку. А теперь будем работать. Я надеюсь, будет плодотворный день. Планов много, ну, а сколько смогу, столько и сделаю. Теперь я камеру переключу. Так, и вот, друзья, я, по-моему, не показала весы в том ролике, по-моему, да. Ну, я показывала и говорила, скорее всего, но я его не включила. Так, значит, вот, смотрите. Значит, это мясо, ну, это я просто отставлю, размораживать поставила пока. Там баранина и фарш, который оставался у меня со своей, ну, из домашних готовок, не на продажу. Так, а это килограмм размороженного мяса, фарша уже готового фарша. Фарш сделала сама, и вам расскажу какую-то такую, что со мной случилось. Сначала покажу вот вам весы. Вот они, так вот. Это у меня тесто раскатка, как видите,
шикарная вещь, друзья. Я каждый раз, когда начинаю работать и работаю на ней, всегда благодарю Инночку, мою подписчицу, за такой подарок. Я ей благодарна. Пусть Всевышний ей 1000 раз воздаст благом. Так, ну вот весы. Они мне нравятся, они действенные, хорошие, пока качественные вроде бы, и очень-очень даже здорово мне помогают. Значит, пока мы весы выключим и отставим, они мне пока не нужны. Так, мясо тоже пока постоит. У меня в первую... Ой, мамочки. В первую очередь нам нужно замесить тесто. Так, вы видели, что там, наверное, может быть, заметили, что муки был, ну, вес 2500, по-моему, 545. Это вес чаши. А 2 килограмма здесь муки. Сейчас мы замесим тесто. Так, я не подготовилась, но придется потихонечку, да? Ой. Я надеюсь, вы меня простите. Так, как я в том ролике сказала, у нас жара уже 2-ю неделю. Очень жарко. Я без вентилятора вообще не могу ни сидеть, ни работать. Он у меня практически всю ночь меня обдувает. У нас есть кондиционер в одной комнате, но только в одной комнате. И мы его не включали давным-давно. Нужно туда, наверное, влить фреон. И не можем найти пульт его. Как-то Аишка с ним играла, видимо, куда-то мы его закинули. Но так, чтобы хорошо поискать, я и не искала. Так, друзья, я не в кадре, я набираю воду. Вода у нас тоже идет очень слабо и медленно, наверное, из-за того, что слишком жарко, и люди все-таки пооткрывали везде и поливают, и просто так во дворе. Некоторые бывают, что просто шланги положат, и вода течет прямо во дворе. Конечно, это, можно сказать, кощунство. Так, сегодня мои работники еще не пришли. Вообще, по идее, если честно, работают, правда, хорошо, но работают мало. Приходят поздно, уходят рано. И как-то сказать им тоже ничего не могу. Ну все. Так, значит, 2 килограмма муки, литр воды. Друзья, столовая ложка без горки такой. Вот такая вот. Видно, надеюсь, да. Вот ложка соли. Так. И 4-5 ложек растительного масла. Так, 1, 2, 3, 4. Все. Лук я почистила уже. Как видите, будем тоже нарезать лук, но в первую очередь замесим тесто. Так, немножко дадим соли разойтись в воде. И потом все замешиваем из этого количества теста. Из этого количества муки теста, друзья. Тесто универсальное, как я всегда говорила. Оно у меня и на манты, и на пельмени, и на вареники, и на чебуреки. Вот везде, где нужно пресное тесто, на галушки. У меня это одно и то же тесто. Конечно, раньше я и с яйцом делала, и заварное делала. Но вот как-то на работе меня научили именно вот так вот замешивать тесто. Оно мне понравилось больше всех. И по вкусу, и по тому, что ну, как-то удобнее с ним работать. Хотя многим, кто делает именно на продажу, это тесто не нравится. Но у меня сейчас благо дело его раскатывать совершенно несложно. Не нравится, потому что оно бывает очень крутым. И раскатывать, конечно, немножко сложновато. Вот когда нет такой раскатки, как у меня, скалкой раскатывать, да, скажу честно, трудновато. Но мне уже это не грозит. Это очень хорошая вещь, друзья. Если кто-то работает, то приобретите. Так, как я сказала, приобретите, если вам, если у вас получится, то вы не пожалеете. Ни в коем случае вы не пожалеете, тем более, если у вас там по финансам получится их купить, потому что это настолько облегчает труд. Вот даже если тесто нехорошо замешано, если даже оно не такое крутое, начинает рваться, то вы этот же тесто кусочек, может быть, я как-то, если получится, покажу вам как-нибудь, да,
посыпаем мукой, несколько раз пропускаем. Он как будто бы, вот эта тесто-раскатка, как будто бы даже и замешивает, да, тесто перемешивает. Оно делает его каким нужно. Поэтому это очень классная вещь. Я не просто так говорю, что спасибо моей подписчице Инне за это. Не просто, чтобы там польстить, угодить, а вот именно, друзья, что это действительно классная вещь. Так, видите? Ну, в принципе, и не очень много усилий нужно для замешивания этого теста. Вот, сейчас я положу доску и замешу уже на столе. Так, сейчас выключу, чтобы долго не... Так, постелим что-нибудь, чтобы... Так, как я снимаю? Так, наверное, будет лучше, да? Вот. Так, ну вот, друзья, мы замесили наше тесто. Оно еще не готово. Как видите, оно еще рыхлое, оно как будто бы не соединилось все. Но не беспокойтесь. Оно сейчас полежит у нас в тазике, в чашечке, нашей в чашке, в чаше минут 20. И уже клейковина разойдет. Ой, простите. И будет все нормально. Сейчас мы его... Так, это оказывается не ее. Так, ну все. Ее крышка. Все, тесто наше будет стоять пока. Тем временем я займусь луком. Луком, фаршем. Так, как я сказала, здесь килограмм у нас фарша. Так, надо будет... Забыла жир. Мясо, как видите, совершенно не жирное. Оно постное. Надо добавить жир. Так, ну вот, друзья, принесла жир, чтобы разморозить. Теперь будем нарезать лук. Так, друзья, для мант... Так, интересно, видно? Нет? Может, я с этой стороны как-то стану, да? Вот так вот. Лук я нарезаю кубиком. Но бывает иногда, что клиенты просят, чтобы лук был перекрученной мясорубки. А так всегда вот так вот нарезается мелким кубиком. К сожалению, у меня была овощерезка такая, которая резала кубиком. Она у меня, к сожалению, сломалась. А блендер, который вот мне подарили, тоже на день рождения, моя подписчица София, что-то им я тоже не могу мелким вот таким кубиком нашинковать, поэтому вот так вот, пока руками.
Так, ну вот, друзья, лук мы нарезали, как вы видели. Так, прослезилась, он острый. И значит, на килограмм фарша у меня килограмм лука. Ну, немножко можно перемять его вот так вот, чтобы он пустил сок и стал мягче. Жир я разморозила тоже. Добавляю говяжий жир, друзья. Я сразу же, когда покупаю, или иногда мне просто так мясники дают жир бесплатно, в основном. Но всегда, не всегда. Иногда приходится и покупать. Вот. Я сразу же по 250, по 300 грамм, по 150 грамм замораживаю. Прокручиваю и потом замораживаю. Вот тут вот 300 грамм жира, потому что мясо совсем не жирное. А если в манты не добавить жир, то, конечно, они будут невкусными. Поэтому вот так вот добавляем сюда жир. Ну, если вы готовите для себя, для дома, уже сами разберетесь, сколько вам, больше, меньше. Иногда бывает, что вот заказчики говорят, чтобы не было жирным. Иногда даже 300 грамм некоторым заказчикам бывает мало, что говорят, чтобы они были пожирнее. Поэтому, ну а вот так, если как заготовку положить, то я обычно добавляю 250-300 грамм, смотря какой жирности у меня мясо. Вот так вот. Так. Лук, конечно, ядреный в этом году, хотя это даже у меня белый лук, и тоже все равно острый. Значит, соль вот такой вот с горкой, даже чуть-чуть еще можно добавить. Ну, вот так вот на кончике ножа красный перец и так пол-ложечки примерно черного перца. Даже можно еще немножко. Так, шмыгаю носом из-за лука. И нужно добавить вот таких вот 2 стакана воды. Я обычно добавляю, видно, да? Чтобы манты были сочные. Если есть, конечно, можно и бульончик добавить. И все тщательно теперь перемешиваем. Ну вот, приготовили мы фарш. Теперь я его пока поставлю в холодильник, потому что тесто еще не готово. За это время я попью чайку и потихонечку к вам подключусь и будем с вами лепить манты. Ну вот, чаю попила, время прошло, и мы будем заниматься
нашими заморозками, нашим тестом займемся так. Вот тесто наше полежало, отдохнуло, клейковина разошлась. Видите, оно уже податливое, такое хорошее, как пластилин. Вот. Никакой муки сейчас не надо, ничего для него не надо. Просто перемять немножечко. Видите, какое оно шелковое, ласковое. Прям так и хочется готовить. Вот так вот. Сегодня, наверное, ролик будет все-таки длинный. Ну, я, получается, за мое отсутствие вам сегодня вот так вот надоем, да? Ну, и понемножечку, пока буду что-то делать, что будет приходить мне в голову, какие-то вещи буду вам рассказывать, да? Ну, расскажу, наверное, как я пришла к готовке, да? Я с детства любила готовить. Сестра моя, наоборот, готовить не любила и практически сейчас не очень-то любит. Ну, на данный момент у нее уже сноха, ей готовить не надо. Ну, а когда уже, конечно, она жила сама, она работала и готовила обычно на скорую руку. Ну, не заморачивалась как-то, да. И, по идее, она и работала, когда еще была дома. Она училась, она работала потом. Ну, когда вот так вот занят человек, все-таки пошатнула я вас, все-таки не успевает много готовить или что-то. А я всегда любила готовить с детства, потому что сестра моя вышла замуж, когда мне было 12 лет. Ну и с тех пор практически готовка была на мне, потому что мама наша тоже всегда была на работе. Так, теперь кладем наше тесто в пакет, чтобы оно не обветривалось. Ну и пока вот так вот я положу. Весы нам пока не нужны. Все. Теперь надо будет с этой стороны как-то мне поставить, наверное, чтобы было видно и тесто-раскатывающая машина наша, и все вместе. Так. Так, ну вот так вот, наверное, как-то буду опускать, поднимать вот так вот. Короче, вот моя тесто-раскатывающая машина. Сейчас потихонечку начнем работать. Так, для этого мне нужна немножко мука. Она у меня есть. Так, должны сразу же лотки подготовлю, чтобы класть наши манты. Так, вот, положу пленочки, кулечки такие положу, чтобы не прилипало. В принципе, они и не прилипают, но все-таки для перестраховки я кладу кульки вниз. А так они и не нужны бывают. Можно и не класть. Так, пока это сюда. Так, эти кулечки нам не нужны пока. Так, что дальше? Теперь отрежем немножко теста. Так, у нас очень плохое электричество, как я вам говорила. Так, видно, что мне видно здесь? Ага, все. Поэтому всегда приходится подключать стабилизатор к тестораскатке. Вот так вот. Я вообще скалкой перестала работать, как только мне подарили эту машину. Сейчас я вам покажу. Может быть, если порвется тесто, покажу, как я его дальше делаю. Ну, как будет получаться. Так, мне нужно еще моя ведерочка. Искала на рынке этого диаметра, чтобы вырезать что-то, но не нашла. Так, и вот как раз что вспомнила, что
У меня вот такая вот такое ведерочко. Вспомнила про то, что искала. Друзья, я вам хочу сказать, что у меня сломался телефон, сгорел он даже полностью, мы не смогли его восстановить. Для его восстановки нужно было 5-6 тысяч, а телефон у меня тот был, на который я не снимаю. У меня, я всегда пользуюсь двумя телефонами. Снимаю на один, а общаюсь с другим. Поэтому, чтобы вот не мешало, и когда звонят, чтобы съемка не останавливалась. И тот телефон все-таки сломался, но он был у меня уже старенький, ремонтировать его за такие деньги мне не захотелось. Мы купили другой телефон, сын мне купил, прислал из Москвы другой телефон, поэтому я зачем все это говорю? Дело в том, что, оказывается, в основном контакты у меня были сохранены не на сим-карту, а на телефон. И очень-очень много контактов у меня просто пропало с телефона. У меня были несколько женщин, которые просили меня прислать кое-какие для них вещи. Особенно одна просила вот эти вот для вырезания, как они называются, я уже забыла, для вырезания пельменей, вареников, вот эти штучки. Поэтому, если вам еще, сейчас я вам покажу, вот такие вот. Они есть и побольше, и поменьше, это совсем маленькая такая. Если вам они еще нужны, то, девочки, выйдите снова на связь. Я постараюсь их купить и прислать вам. Потому что действительно у меня... И если что, вдруг, то знаете, что контакты у меня пропали. Очень много контактов пропало, поэтому если вы хотите со мной общаться, телефонный номер тот же самый, выходите на связь, я буду рада с вами общаться. Так, все. Действительно, сегодня очень много разговоров, вы меня, конечно, простите. Все, теперь я просто буду показывать немножко. Вот так вот. Вот видите, это тесто не рвется, значит, консистенция теста здесь уже хорошая. Вот так вот. Теперь я тут сделала отметку для мант. И все. А представьте, сколько мне надо было бы раскатывать скалкой, чтобы получилось вот такое вот тонкое тесто. И поэтому я действительно безмерно благодарна Инночке за такой для меня подарочек. Просто безмерно благодарна. Вот так, теперь, наверное, отпущу. Вот так вот. И теперь вот так вот вырезаем. Вы сами знаете, что манты делаю круглыми, не квадратными. Мне многие говорили, почему такие, может быть, по-другому делать. Я не знаю, я привыкла. Мы на работе делали такими. Я привыкла, и, в принципе, моим подписчикам, да, клиентам нравится, поэтому как-то так. Квадратные делают все, а такие делают очень мало, поэтому вот так вот. И да, продолжу рассказ, да, потихонечку. Я очень любила готовить. Мама у меня всегда работала. Мама работала, когда жили в Казахстане, она работала за складом Заготзерно в Казахстане. Они жили, такая станция Зааяцкая была, и там вот был такой элеватор, и Заготзерно, она там была за складом. Но тамошние вещи, конечно, я не помню. Мне тогда было только 3 годика. А здесь уже, когда я так уже помню себя, где-то с 12 лет примерно, я помню, что и как, мама работала уже звеневой в колхозе. И то же самое, от зари до зари, ее не было дома. И, конечно же, готовить надо было мне. И я это с удовольствием делала. И готовила. И вы знаете еще, как так, я возьму мясо из холодильника. Я всегда хотела сделать так, чтобы вот именно еда была готова к приходу мамы, чтобы ее даже не разогревать. Я не хочу вам говорить, что это же прошлое, да, себя хвалить. Но вот такое мнение у меня было раньше, да, не приготовить, поставить
и потом разогреть, а вот именно, чтобы так подстроить, чтобы еда была просто сразу же готова к ее приходу. Ну, в принципе же, всегда в одно и то же время, ну, чуть раньше, чуть позже приходят колхозники, да. Ну, иногда бывало, что они задерживались. Ну, вот так вот я готовила. И потихонечку начала готовить. Раньше как, ну, в мои вот времена, когда я была ребенком, что у нас было? Медовики были, обычные бисквиты были. Научилась их печь, тоже пекла. Вафли, те же вот, тот же тонкий хворост наш. Так, друзья, пока мне позвонили, пока разговаривала, как видите, вот налепила этот лоток уже. Громкую связь поставила, звонила дочка. Так, и вот каждый раз вот так вот мешаем, чтобы вода была одинаково везде, чтобы сочные были наши манты. И, друзья, я вот так вот привыкла именно, чтобы ощущалось рукой, сколько вот мне нужно положить мясо. И, наверное, надо будет, будут вопросы спрашивать, сколько его, да? Давайте сейчас я взвешу и посмотрим на интерес. Так, ключик нужен. Может, кому-то пригодится, да. И, друзья, много, ну, сказать, что прям много, но мне писали, что благодаря мне начали работать. Так, 35 грамм. Ну, и тут чуть немножко. 35-40 грамм, короче говоря. Помещается. Кладу я туда фарша. Уже готового. Вот. Мне очень приятно, что... Вот видите, меня прервали и уже с мысли сошла. Там-то я говорила, когда заканчивала кусочек тот, что любила готовить, а перешла плавно на эту тему. Что несколько человек мне написали в личку, что вот благодаря мне начали и мои соотечественники, и с других регионов написали женщины, что тоже благодаря мне давно хотели, боялись, но начали работать и зарабатывать, и понемножечку расширяются. Мне это очень нравится, мне это очень импонирует, потому что, значит, я кому-то немножко хотя бы принесла хоть какую-то пользу. И это меня очень радует. Дай Бог вам хороших заказчиков, процветания вашего бизнеса, вашей работы. Это здорово. Вот так вот, друзья. Ну, продолжу дальше, да. Сейчас буду лепить. Видите, фарш сочный. Надо быстро закрутить вот эти вот. Вот так вот. Дело в том, что я говорила насчет того, что любила готовить, да. И если бы вот как-то намного раньше, если бы, да, я поняла бы, что я буду этим заниматься, наверное, скорее всего, я даже бы закончила какие-нибудь или курсы, или что-то именно по готовке еды, чтобы знать все хорошо, знать все нюансы, но уже делать нечего. Значит, так суждено было, да? А если что, вот молодые девушки, женщины, если вы любите готовить, то сейчас очень много возможностей профессионально этому научиться, продвигаться как-то. Не теряйте время и учитесь. Потому что кушать надо всегда, по-моему, да? И эта профессия всегда будет нужна. Ну, конечно, для этого нужно эту работу любить. Если ты не любишь эту работу, она по-любому у тебя не получится вкусно готовить. Да, действительно надо любить. Мне даже одна написала в комментариях, что вы нервничаете, и ваша еда будет невкусной. Ну, я не нервничаю, я просто переживаю. Когда готовлю заказ, я просто переживаю. Я ни в коем случае не нервничаю.
а переживаю, что там вдруг не понравится или что-то. Конечно, это может быть какая-то плохая черта, что постоянно переживать, особенно вот, ну, не за эти полуфабрикаты, а за там именно когда вот готовится еда на свадьбу. На другие я не так переживаю заказы, а вот именно когда идет свадебный заказ, это огромная ответственность, потому что, ладно, заказ какой-то там на другое мелкое мероприятие или в больницу, или дома куда-то, ты в любой момент можешь переделать быстренько, все сделать, или даже если ты не сделаешь, то они могут у нас есть магазины готовой кулинарии, даже два-три таких магазина, где можно будет купить на крайний случай перестраховаться, да. Ну, а когда уже свадебный заказ, столько, уже если вдруг ты испортила какое-то блюдо, какое-то это, уже переиграть, переделать будет не вариант. И, конечно, я за это немножко переживаю. Но вот так вот. Короче говоря, вот так вот. Поговорила с вами, да, немножко сегодня. Как я сказала, уже вам немного надоело. Наверное. Так все-таки. Интересно. Видно-то хоть, что я делаю. Надо как-то до того, как Ибрагим ушел, надо было поставить так, чтобы было видно нормально камеру. Так. Ездили мои внуки и дочка с зятем на море. Уже приехали. Так, уже приехали, как я сказала. Но я их еще не видела. К сожалению, им пришлось приехать на 2 дня, 2 или 3 дня даже раньше, потому что зятю надо было, ну, пришлось выйти на работу, вызвали на работу зять. Вот. Наверное, завтра они ко мне приедут и поделятся впечатлениями. Приехали они уже 2 дня, получается. Они уже дома. Вот так вот. Так. Видно, что все. И вот так вот буду продолжать дальше лепить наши манты. Все. До обеда налеплю из этого килограмма, потом буду готовить обед. Еще раз. Вот вы сами сейчас можете удостовериться, что насколько облегчает труд эта тестораскатка. Это просто однозначно. Это сколько мне надо было времени, чтобы раскатать вот так вот тонкое тесто. И не то, что там времени, сколько усилий надо было, так его, плечи постоянно болели, руки постоянно болели. Вот когда я работала, вот именно, друзья, я просто вот после того, как мне вот подарили эту тестораскатку, я все время задумываюсь, почему работодатели в кафе, в ресторанах вот не облегчают труд своих работников. Потому что особенно когда в кафе большой поток, вообще в общепите большой поток, большой объем. Например, в нашем кафе, где я работала, было очень много клиентов. Ну, как очень много, но много, по крайней мере.
И я иногда не успевала делать именно заготовки, которые нужны были, именно полуфабрикаты, чтобы были они впрок. Особенно в последнее время, вот когда я уходила с работы, а, было много именно людей, которые хотели заказывали ручную еду, еду из муки. Поэтому я иногда не успевала делать второстепенные, можно сказать, блюда, потому что в любом кафе у нас все-таки манты более-менее ходовые, чем там пельмени, чем вареники. И поэтому манты должны быть на первом месте. По-любому стараешься делать манты. Дело в том, что например, где я работала, до 3 часов практически нужно работать на зал. В это время готовить полуфабрикаты не получается. Вот именно уже готовые полуфабрикаты. Если есть заказы, то уже готовые манты, пельмени, вареники ты только просто ставишь и варишь. А в основном идут заказы лепешек, пиццы, пирожков, чебуреков. Это уже нужно готовить на зал, когда уже сразу же готовить не полуфабрикаты, а именно готовить. Поэтому вот пока вот до 3 часов обычно работала так я вот на зал, а потом уже начинала и на зал, и на запас полуфабрикатов получалось. Если после 3 бывают клиенты, то, конечно, ты сначала отпускаешь клиента, потом делаешь свои заготовки. Вот. И в последнее время действительно было очень много заказов и в зал, и поэтому очень трудно было совмещать и то, и другое. И иногда получалось, что у меня нет вареников, например, нет пельменей. Но не из-за того, что я не работаю, а из-за того, что я просто поток людей и не успевала это делать. И я к чему? Если бы действительно была вот такая вот машинка тестораскатывающая, конечно, я бы успевала это все делать намного больше, намного лучше. И особенно вот в таком там кафе, в общепите, конечно, эта машинка быстро бы оправдалась. И вот я не знаю, почему хозяева не приобретают эти такие машины для своих работников. Объем работы был бы больше. Вот так вот. Интересно, видно, что я делаю-то хоть. Вот такие вот дела, друзья. Вот пошел второй лоток, я уже сделала, как видите. Вот так вот. Вот так можно ставить в холодильник, в морозильник. Или можно вот так вот. Даже так они не соприкасаются друг с другом и не падают вниз. Вот, нормально держат. Но все-таки для перестраховки мне вот так вот удобнее. Я их ставлю вот так вот. Так, вот, друзья, о чем я говорила. Видите, я слишком толстое тесто засунула, и получилось вот так вот. Это все буквально, вот сейчас немножечко в муке обваляю. Это все можно снова исправить, не перемешивая, ничего не делая. Вот так вот. Видите, насколько это все удобно. Вот так, вот так. Оказывается, и зарядка у меня в телефоне. Все, теперь снова ставим на ту скорость, на то, сколько нам нужна. И все.
Ну вот, мои дорогие, получилось у меня, значит, я сейчас посчитала, убрав тару, 4 килограмма 300 грамм в готовом виде мант. Плюс-минус, иногда бывает только 4 килограмма выходит, иногда вот как сейчас чуть-чуть побольше. Ну вот, сегодняшний влог, наверное, я уже закончила, он окажется, скорее всего, очень длинным, но еще раз хочу вам сказать огромное спасибо, еще раз извиниться за то, что долго отсутствовала. И за время, что я отсутствовала, я о многом передумала. У меня, ну, можно сказать, так, ничего такого вроде бы не произошло, но какие-то изменения в моей голове просто произошли. На многие вещи я стала смотреть по-другому, как бы, да. В жизни каждого человека в какой-то момент что-то случается, что-то происходит, мы начинаем думать по-другому, мы начинаем оценивать одно и то же по-другому, оценивать человека по-другому. Поэтому, как я сказала, много чего, конечно, произошло, но я все-таки хочу, чтобы... Я редко прошу об этом, вы знаете, чтобы вы мне сегодня написали комментарий, чтобы обратная связь была от вас. И действительно, я обещаю, что с сегодняшнего дня я буду почаще выходить в эфир, буду снимать, если... Ну, просто иногда мне кажется, что я об этом говорю девочкам, именно девочкам, которые со мной в группе, они действительно у меня, можно сказать, помогают мне по-любому, потому что я говорю, ну, я ничего такого не снимаю, чтобы можно было показывать все одно и то же. Они говорят, нам все одно и то же интересно смотреть. Даже со мной они общаются, они все равно говорят, нам мало этого общения, мы хотим ролики, вот снимай и все. Вот понимаете, девочки, мне это, конечно, приятно. Поэтому мне на данный момент нужна какая-то помощь, наверное. Мне нужно подтолкнуть, чтобы вот я начала снимать, и все пошло как раньше. Ну, мы будем надеяться. Я надеюсь, что, альхамдулилlah, все будет хорошо, все насчет именно съемок, что все пойдет. Вы мне будете рады. Я вам безумно рада, я вам благодарна еще раз. Ну, не буду затягиваю, да, попрощаюсь. А дальше будет видно. И очень вас прошу сегодня прокомментировать мой ролик, задавать какие-то вопросы, пожелания, что бы вы хотели узнать у меня, как бы вы хотели. Действительно, давайте наладим мой канал, да, чтобы он шел вперед, чтобы было вам интересно, чтобы, да, и я могла как-то с вами идти легко вперед. Задавайте вопросы, пишите свои пожелания. Я обязательно буду отвечать. Я знаю, что на последние комментарии я, не то что последний месяц очень плохо отвечаю на комментарии, но обещаю, что буду уже отвечать. Сами понимаете, что месяц был для меня очень загружен, потому что все эти заказы, дочка в больнице, все-таки большой такой... груз на меня лег в этом месяце, поэтому вот как-то так. Читать я читала все комментарии ваши. Ну все, друзья, в следующем ролике мы будем говорить с вами дальше, будем общаться дальше и буду показывать, что я делаю. Всех благ вам, друзья, мира и благоденствия. И извините, если что не так.